Молчание лидера партии национального движения Девлета Бахчели по поводу Восточного Туркестана в конечном итоге смог прервать президент Палестины Махмуд Аббас. На слова президента Палестины Махмуда Аббаса, который обращается к уйгурским туркам как к террористам, отреагировал лидер партии национального движения. Бахчели сказал: «Называть уйгурских турок террористами – это позор, это неуважение к турецкому народу», – сказал он. В свою очередь Абдусалим Каракаш, глава информационно-аналитического центра «Этик» Восточного Туркестана, заявил, что центр ценит Бахчели за эту позицию. Каракаш подчеркнул: «Во-первых, я искренне поддерживаю заявление господина Бахчели по этому поводу. Только эта позиция подходит и приветствуется националистам. Но как жертвы геноцида мы еще раз подчеркиваем, что партия националистического движения и Турция должны предпринять практические шаги в этом отношении. Турция, как и западные демократические страны, должна признать преступление Китая геноцидом и предпринять конкретные шаги». Ведущие немецкие автопроизводители обвиняются в использовании принудительного труда в цепочках поставок в Китае в одной из первых официальных жалоб. Во вторник Берлинский некоммерческий европейский центр по конституционным правам и правам человека заявил, что подал жалобу немецким регулирующим органам на Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz за предполагаемые рабочие процессы, связанные с принудительным трудом в оккупированном Китаем Восточном Туркестане. В рамках практики ассимиляции и геноцида, проводимой коммунистическим правительством Китая в течение многих лет, Пекин усиливает работу в этом направлении, посягая на невинных детей народов, проживающих в Восточном Туркестане. Политика создания единого типа людей насильственно уничтожает детскую этническую идентичность. Согласно сообщению, опубликованному 14 июня на китайском веб-сайте Ванги, стало известно, что учебное заведение города Кюльджа получило крупные инвестиции от центрального правительства на расширение китайских лагерей для уйгурских детей дошкольного возраста. Утверждается, что после завершения проектов, которые планируется инвестировать в общей сложности 450 миллионов юаней, количество так называемых студентов будет увеличено. Президент США Джо Байден намекнул, что президент Китая Си Цзиньпинь является диктатором. Выступая во время своей кампании в Калифорнии, Байден предположил, что причина реакции Си Цзиньпиня на сбитый в феврале китайский шпионский аэростат, который вошел в американское воздушное пространство, заключалась в том, что он не знал, что китайский воздушный шар находится там. Байден подчеркнул: «Я серьезно, для диктаторов это большой позор, когда они не понимают, что происходит». Министерство обороны США заявило, что оценило стоимость двухлетней помощи США Украине в области вооружений и техники в 6 миллиардов 200 миллионов долларов, что является большей суммой, чем предполагалось ранее. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна сможет обеспечить экономику Германии необходимой энергией и сырьем в нынешний сложный геополитический период. Токаев торжественно приветствовал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, находящегося с официальным визитом в Астане в президентском дворце.